Добрый вечер. Сегодня 19 февраля, пятница. Это 723-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Крымских татар обвинили в терроризме. Пропавшие без вести в Крыму крымские татары якобы воюют в АТО и в Сирии на стороне ИГИЛ. Об этом заявила так называемая крымская омбудсмен Людмила Лубина. Говорит, что зря международное сообщество защищает права крымских татар. На полуострове якобы исчезают не только крымские татары, но и представители других национальностей. Масса из них участвовала в военных действиях на Украине, АТО. И 78 представителей, это соответствующие службы определили, поехали воевать в Сирию на стороне ИГИЛ. И когда я попросила данные, если у вас есть данные, кто это оказалось именно то мусульманское население Крыма. Поэтому вот те данные и те крики международных правозащитных организаций, что в отношении исключительно крымских татар и преимущественно крымских татар совершаются неблаговидные действия, именно они пропадают, этот факт не подтвержден. Почему оккупационная власть Крыма проводит обыски в домах крымских татар? Этот вопрос журналисты «Крым Реалии» поставили жителям Симферополя. Оказалось, крымчане не видят в крымских татарах угрозы. Вернувшись из ссылки, татарское население мечтает об автономии, может быть, о самостоятельном государстве. Вот. Поэтому здесь, знаете, одни могут наклонить голову, другие ходят с высоко поднятой головой. Здесь все по-разному, все сложно. Мне претензий к ним нет. Ну, есть, наверное, все-таки какое-то отклонение у них. Большинство ж татар все-таки живут, как мы. Ну, есть единицы, по-моему, и с нашей стороны тоже есть единицы, которые чем-то недовольны. Я знаю даже, честно сказать. У нас и татары, все дружно, все нормально, никакой угрозы лично у нас нету, не чувствую. Ну, потому что какая-то часть татар теперь не с нами, теперь как бы против нас. Поэтому нам надо быть начеку. Имеется в виду это, что татары могут задумать что-то серьезное. Так что поэтому и обыски правильно делают. Дело в том, что бдительность нужна, потому что все может быть. Вот и теракты могут быть и среди крымских татар, и среди русских, и среди украинцев. Мы же знаем, что и русские там из России в это исламское государство там все вербуют. И среди татар такое может быть. Конечно, все может быть. Права человека в Украине и, в частности, в оккупированном Крыму. Положение крымских татар на полуострове сегодня обсудили посол Королевства Нидерландов по правам человека Кейс Ван Бара и уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев. 6 апреля в Нидерландах проведут референдум по ассоциированном членстве Украины в ЕС. И посол собирает информацию о том, как продвигаются реформы в Украине и как соблюдаются права человека, чтобы потом предоставить информацию своему правительству. Цель моего визита – увидеть реформы и прогресс Украины. 6 апреля мы будем проводить референдум об ассоциации Украины с ЕС. На нем мы, как правительство, поддержим Украину. Нас интересует вся страна, в том числе и Крым. Особенно то, что происходит там с крымскими татарами. Они очень детально интересовались, как обстоят дела в области свободы слова, вероисповедания, социальное положение. Все эти вопросы мы подробно обсуждали здесь. Мы сказали, в чем наши трудности, в том числе в информационном плане. Каких-либо конкретных проектов не обсуждалось. Я же говорю, они собирают сейчас информацию просто о том, что происходит в самой Украине, в оккупированной территории тоже. В Крыму не могут отремонтировать более сотни генераторов. Об этом сообщил премьер российской администрации Крыма Сергей Аксенов. Он поручил провести служебное расследование по вопросу ремонта оборудования. Месяц назад Аксенов лично обещал отремонтировать все дизель-генераторы. Значит, всего на завод было поставлено 26 АРИПов,
26. Две вот эти находились в ремонте, Сергей Валерьевич, 22 ожидают и по сей день на площадке. На сегодняшний Ну, если такими темпами мы будем ремонтировать, то к концу где-то 2025 года мы их должны с ремонта забрать, я понимаю, да? То есть эти дизель-генераторы. Да. Так выходит? В Крыму из-за ямы на дороге у автомобиля лопнули сразу два колеса. Пассажиры едва не погибли. Это не единственное ДТП на трассе Саки-Вилина из-за ям, вырытых дорожниками. Интересно, что жертвой аварии стал пророссийский активист Ленур Усманов. Он прокомментировал свое дорожное происшествие. Хочется взять вице-премьера Олега Козури, который до этого был глава департамента городского хозяйства и отвечал за дороги Севастополя, взять вот так вот его лицом и ткнуть непосредственно об эти ямы. До каких пор будет проходить этот беспредел? Когда водители перестанут страдать? Это же десятки тысяч рублей потраченных. А ведь это же фактически могло привести к смерти. Что попали в яму, которая не обозначена, не выделена, никаких предупреждений о том, что она есть на Евпаторийской трассе. Нет, освещения никакого нет. Попали в яму два колеса. Смятку. Диски погнутые, да, восстановлению не подлежат. Неизвестно, что со стойками. Но могло и быть и хуже. Машина могла улететь. И, соответственно, могли быть жертвы. Мне хочется задать вам вопрос, Сергей Валерьевич. А вам не стыдно за такие дороги? Как вы собираетесь курорт открывать? О каком развитии, о каком благополучии вы говорите? Да просто позорище! Задумайтесь, каких идиотов вы просто держите вокруг себя. В Феодосии работники коммунальных служб требуют выдать им зарплату. К зданию администрации города вышли дворники. По словам присутствующих, предприятие не рассчиталось с ними за январь. Еще не выплачен аванс за февраль. Люди не знают, на что жить. Позже к митингующим вышел начальник управления. Себе, значит, деньги начислили, а другие пускай, значит, хлеб. В данной ситуации сложилось, что у вас 2 миллиона 700 тысяч должны были заплатить в декабре месяце, в конце декабря. Должен был заплатить это Министерство транспорта. Октябрь, ноябрь мы работали, нам платили за объемы. Теперь нас посадили на оклад, а объемы те же самые. Людей осталось 35 человек. На весь город. И тех, наверное, уже нету. Смотрите, значит... Оплатим мы, а зарплата стала вот такая. За январь месяц у вас 8 тысяч. 8 тысяч дали 3,5. За декабрь. 12 километров, 12 тысяч получить. Это же вы считаете много? Не только. За 12 километров получить 12 тысяч. Это много. Когда норма 4200. Значит, 4200 это должно 9700 стоить. Мы метем по 10, по 9, по 8, кто по сколько? 9700, ну еще плюс какая-то премия. Сейчас создается бюджетная комиссия, которая рассматривает возможность компенсации СТБ-3000 января и февраля месяца. Вот эти средства, которые в течение, я думаю, 2 недель, вот за январь и за февраль, будут вам выплачены. В Алуште в который раз заговорили о свалке технических отходов. Активисты собрали круглый стол, чтобы вновь заявить о проблеме. Сегодня территория свалки достигает почти 7 гектаров. И проблему решили бы давно. Но выясняется, денег нет даже на людей, а на свалку тем более. Руководитель Роспотребнадзора Алушты вот в письме, вот письмо, значит, сообщает, что площадь свалки 6,5 га, находится в 2 километрах от уреза воды. Значит, все хорошо. То есть ни слова не говорится о том, что, значит, свалка залезла под линию электропередач по решению суда, и то, что не было учтено в 2 раза разрастание свалки, нахождение ЛЭПа, виноградников и бездействие судебных приставов по сей день. Вот он бюджет города Алушты. Здесь нет денег на снос аварийных зеленых деревьев. Нету такой строки в бюджете, нет, потому что денег на это нет. Нету на захоронение безродных граждан, они все равно будут умирать. И деревья будут падать на дома, на дома и так далее, и так далее. Только этого нет, потому что денег на это нет. Боевики не прекращают обстреливать силы АТО. За прошедшие сутки было зафиксировано 55 случаев нарушения режима прекращения огня. Больше всего террористы обстреливали украинские позиции в Марьинке, где они 22 раза открывали прицельный огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по контрольному пункту Марьинка вел огонь снайпер и зенитная установка.
Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем були обстріляні наші позиції в Пісках, Опитному, Авдіївці, Майорську та Новгородському. Окрім цього, по нашому опорному пункту в Зайцевому противник відкривав вогонь з міномету. По українських укріпленнях в Старогнатівці та Луганському проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та БМП. На Луганському напрямку з мінометів, стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні українські позиції неподалік Богославського. 62 года назад Крым перешел в состав Украины. 19 февраля 1954 был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава Российской ССР в состав Украинской ССР. Свое решение власти Союза обосновали общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными отношениями между Крымской областью и Украинской ССР. Праздник крымско-татарского языка ко Дню родного языка устроили в Киеве в детской библиотеке имени Тараса Шевченко. Библиотекари рассказывали о книгах про Крым и историю крымских татар. Не обошлось без песен и стихов. Та на серці так печально, що не можна передати. Не скажу, що море грає, море вдалій далині. Сосни, сосен теж немає, не знайти їх тут мені. Для маленьких посетителей библиотекари показывают книги о Крыме. Хочу показати таку книжку кримсько-татарського підлітка Аблаєва Бекіра. Вона презентувалася в Києві в 13-му році, і він подарував цю книжку нашій бібліотеці, ось підписав «Добра і міра» ще до анексії Криму. Рассказывают об истории Крымского полуострова и крымских татар. У ніч з 17 на 18 травня 1944-го сталася найбільша трагедія в історії кримських татар. Відповідно спеціального декрету цілу націю звинувачено у підтримці під час війни німецьких нацистів піддали депортації. Дети-переселенцев крымских татар рассказывают стихи на родном языке и танцуют национальные танцы. Когда звучит песня Джамалы 1944 и показывают кадры депортации крымско-татарского народа, посетители не сдерживают слез. Зацепило очень. И, конечно, где-то луна и слово Крым, и слезы наворачиваются на глаза. Но сегодняшняя презентация, праздник этот, который нам презентовала библиотека, очень огромное впечатление, эмоции, просто даже нет слов. Спасибо огромное им. Видно, что люди прониклись нашей проблемой и проблемами нашего народа и действительно поняли. Устроить такой праздник решили сами библиотекари. Директор Яна Беленко рассказывает, муж у нее крымчанин. После аннексии Крыма ни разу туда не ездили. Ей слишком больно смотреть на то, как сейчас оккупанты относятся к крымским татарам. Інформація не дуже втішна до нас поступає. Ще тиждень тому взагалі це було дуже печально, коли прокатилися ці обшуки і навіть арешти. І мені здається, що в цій складній ситуації держава повинна більш чітко визначати свою позицію. Маленькие крымчане пошли домой не с пустыми руками. Как и полагается, из библиотеки понесли книги. Библиотекари на этом останавливаться не собираются. Планируют устроить День крымско-татарской культуры. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Родной язык – язык Родины. В воскресенье 21 февраля в рамках Международного дня родного языка на канале АТР пройдет телемарафон «Ана теле, ватан теле». В прямом эфире Первого крымско-татарского будут подниматься такие темы: крымско-татарский язык в повседневной жизни, крымско-татарский язык в средствах массовой информации, положение крымско-татарского языка в условиях временной оккупации. Ведущие марафона – популярные журналисты АТР Шевкет Наматулаев, Гульсум Халилова, Эльмас Асан и Осман Пашаев. У них в гостях побывают журналисты, преподаватели, политики и общественные деятели. Телемарафон состоится 21 февраля с 11:00 до 17:30 по киевскому времени. На этом пока все. Через 2 часа встречайте в этой студии Эльмас Асан. А мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Хороших выходных.